В мае этого года в Новосибирске пройдет финал 4-го Всероссийского научно-технического конкурса студенческих разработок в области кинопроизводства, телерадиовещания и телекоммуникаций «Первый шаг». Сейчас идет прием заявок. В предыдущие 2 года наша республика показала себя уверенным лидером конкурса и занимала призовые места. И в этом году команда Чувашского госуниверситета вновь пробует в нем свои силы. Конкуренция и борьба за призовые места на первом шаге серьезная. В конкурсе участвуют вузы со всей страны, многие из которых выпускают специалистов конкретно для телевизионной и телекоммуникационной отраслей. Однако команда факультета радиоэлектроники и автоматики Чувашского госуниверситета «Радисты», где готовят кадры для электротехнического кластера республики, 2 года подряд становилась бронзовым призером. Во многом это удалось благодаря научному руководителю ребят, заведующему кафедрой радиотехники и радиотехнических систем Сергею Чумарову. Каждый год мы выбираем такие темы, которые позволяют нам конкурировать с сильнейшими вузами страны, которые основной упор делают на фундаментальные исследования. Однако я считаю, наше преимущество в том, что в нашем университете активные ребята могут заниматься научной деятельностью. В этом году «Первый шаг» станет не командным, а индивидуальным конкурсом. Участников ждет множество диалогов с экспертами, беседы, интервью и экспромты. Радисты приняли решение выдвинуть для участия 4-курсника Павла Лысова. И парень принялся за проект с энтузиазмом. Пока он не стал раскрывать идею своей научно-технической разработки, однако рассказал, что серьезно настроен на победу. Эта дорога специальность, вырисовывается уже конкретный путь, по которому я собираюсь идти и развиваться дальше. Мне еще стало больше интересно заниматься учебой, уже появился профессиональный азарт. Напомним, за 3 конкурсных года свой первый шаг в медиаотрасль сделали более 200 участников. 43 стали финалистами, 18 – победителями и призерами. Во 2-м и 3-м сезоне радисты представили смоделированный приемник, способный одновременно принимать радио, телевизионные сигналы, интернет-контент и профессиональный прибор, предназначенный для мониторинга качества цифрового телевещания в автоматическом режиме. Однако в этом году первый шаг станет чем-то большим, чем конкурс. Это будет научный форум идей и проектов. Изюминкой нового сезона будет то, что мы, во-первых, хотим расширить и географию, и численность наших конкурсантов, и для этого мы немножко упростили задание на первом этапе, но усложнили жизнь конкурсантов в финальном процессе. Более того, мы принимаем к участию в конкурсе не только работы, но и стартапы, где отдаются некие планы, некие идеи, сценарии, какой-то вот задел на будущее, что в своей деятельности научной или технической хочет конкурсант произвести. Молодые инноваторы имеют возможность не только получить признание экспертов, но и познакомиться с потенциальными работодателями и стать частью большого научно-технического и производственного сообщества. Иногда мы называем это такое публичное собеседование, когда на самом деле члены жюри – это потенциальные работодатели. У нас все члены жюри являются руководителями предприятий, организаций, индустрии. И так или иначе они набирают себе кадровый состав, делая это, скажем так, в классической форме, когда претендент приходит на собеседование в кабинет руководителя. А здесь мы этот процесс выводим вот на такой игровой, состязательный, публичный вид. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 16 апреля на сайте atrp.tv. Эксперты ждут программные, аппаратные разработки, аналитику, идеи, стартапы и медиапроекты. Татьяна Самсонова, Андрей Шоклев, Вести Чебоксары.